В республике продолжает реализовываться программа «Все обучь по плаванию», к которой присоединились уже несколько городов и районов. И именно об этом поговорим в программе интервью. Здравствуйте, я представляю нашего сегодняшнего спикера. Это директор Центра спортивного плавания Башкортостана Рафис Габдрахманов. Рафис Рашитович, здравствуйте. Здравствуйте. Какие города и районы присоединились к этой программе? В соответствии с поручением президента номер 759 от 30 апреля 2019 года началась реализация этой программы. Грантодержателем является общество «Спартак». И 43 регионах будет сейчас обучено в рамках этого гранта 5000 детей. Это идет апробация. Всего должно с 2021 года вообще реализация программы должна войти по всем регионам и развернуться более масштабно. И поэтому мы Центр спортивного плавания, вошли в этот грант и начали реализацию в город Октябрьский, Кушнаренково, Чешмы и городской округ город Уфа, это в Калининском районе города Уфы. На сегодняшний день по гранту будет обучено 408 детей. Но опять-таки здесь программа 12-часовая, поэтому ее не надо путать со спортивным плаванием, с физкультурно-оздоровительным плаванием, со спортивно-оздоровительным плаванием. Это совершенно другое. То есть здесь за 12 занятий даются навыки спасения, чтобы ребенок в случае чего-то, упал в воду нечаянно, еще что-то, смог в первую очередь спасти себя. То есть плыть его как спортсмена, естественно, за 12 занятий нереально, невозможно, но он уже будет держаться на воде, он будет понимать, что ему делать, как ему поступать, как говорится, все во имя спасения жизни. Основная цель была это как раз удержаться на воде. Означает ли это, что ребенка научат плавать? Элементарный, понятно, что не разные стили, но хотя бы плавать и держаться на воде. Я правильно понимаю? Да. Это обязательно они будут выпускниками. То есть для того, чтобы эта программа реализуется для школьников, контроль очень жесткий, взаимодействие со школами. То есть директор школы должен определить классы, которые пойдут на обучение. Формируется группа по 12 детей всего лишь в группе. Перед началом занятий необходимо провести тестирование, составить протоколы, отправить грантодержателю фото, видеосъемку, что реально дети не умеют плавать. А после окончания занятия, уже когда 12 часов занятие пройдет, снова повторно проводится видео-фотофиксация, заполняются итоговые протоколы, и уже видно, сколько детей научилось держаться на воде. Это начало дается старта. То есть, чтобы ребенок просто научился держаться на воде. Потому что дети в основном тонут за то, что у них возникает паника. Почему выбрали именно город Октябрьский, Кушнаренковский район, Чешминский район? Почему именно в этих городах и районах решили реализовывать программу «Все обучь по плаванию»? Если мы говорим про 2021 год, разворот будет полностью этой программы, то есть хотелось бы уже иметь какие-то опорные пункты. То есть Октябрьский — это их направление, то есть это Нефтекамск, Октябрьский в том направлении, чтобы это уже было тем учебным центром. Кушнаренково, мы понимаем, смещается в сторону сельских поселений, вправо, наверх, в сторону Пермского края. Чешмы, соответственно, вниз, в сторону Оренбургской области, и в ту сторону все забирает. Дальше двигаться, если дальше мы продолжаем программу, соответственно, дальше мы будем рассматривать города уже Салават, Кумертау и Учевы. Сразу нашли понимание с представителями местных спорткомитетов, руководителями администрации? Да, сразу, потому что некоторые даже обиделись, что мы не приняли их в эту программу. Но опять-таки, разговаривая с теми же вновь введенными, вновь построенными бассейнами, которые и с другими бассейнами, понимаем, что уровень работы там пока оставляет желать лучшего. Необходимо все-таки людей там подучить. Наверное, придется даже, если дальше мы пойдем по этой программе, какие-то курсы открывать уже здесь, на базе этого бассейна, приглашать, обучать по этой программе, чтобы реализация была в полной мере. Расскажите, каким образом готовите тренеров? Понятно, что отсюда, из Уфы, отправлять в районы, города, другие республики, наверное, нерентабельно. Как-то повышаете уровень их квалификации? Каким образом они становятся теми, кто преподает фактически по программе «Все обучь по плаванию»?
Ну, у нас договоренность такая, у нас двери открыты. Если у них какие-то проблемы возникают, их тренер или инструктор может сюда приехать и за один день, 2 дня пройти здесь с нашими тренерами курсы, которые уже освоили ее, они понимают, как по ней работать. Обмен опытом. Или же есть Zoom, есть офлайн. Проблем нет. Мы живем в цифре, поэтому цифровые технологии надо воплощать в жизнь. Как удалось заполучить федеральный грант? Ну, Федерация плавания Республики Башкортостан, она на хорошем счету в Всероссийской Федерации плавания, поэтому, наверное, это повлияло. Не знаю, что Федерация работает, Федерация хочет двигаться вперед. Один из этих показателей сработал в первую очередь. Что вы ждете от этой программы? Я жду одно, что все те 408 детей, которые прошли через эту программу, никто из них не погибнет. Больше это максимально. И ради чего это все делается и двигается. Понятно, что программа «Все обучь по плаванию» рассчитана на массовый спорт, на то, чтобы научить детей держаться на воде, плавать. Но тем не менее, если вдруг кто-то захочет заниматься дальше плаванием, ждете ли, может быть, каких-то профессиональных спортсменов по итогам этой программы? Дети, которые не были знакомы с водой, познакомиться с ней, кого-то затянет, кто-то захочет продолжить, потому что даже здесь вот мы начали эту программу, эту работу, и дети, которые просто боялись воды, к ней подойти, вот, войдя сейчас, потом родители через некоторое время подходят, говорят, вот после окончания программы хотелось бы, чтобы ребенок хочет секцию уже заниматься. То есть до этого у него там желания еще что-то не было. Вода для него что-то было страшное, что-то мокрое, холодное. Вот. В Кушнаренково уже реализовывалась эта программа. Какие итоги есть? Дети, те, которые были в этой программе, они все живы-здоровы. Вот. Они послужили примером для остальных детей. И я, насколько понимаю, я разговаривал с председателем комитета, что плавание стало более популярным, стало больше желающих заниматься этим видом спорта. Что еще надо? Ну и что касается плавания в целом, как сказалась пандемия на развитии этого вида спорта, какие соревнования предстоит еще пройти ребятам? Все соревнования, которые планировались, они были отменены практически все, начиная от Приволжского федерального округа. Мы, соответственно, не смогли провести чемпионат Республики Башкортостан, потому что 18+, и так далее, и в открытом помещении. Но первые соревнования, которые сейчас состоятся, это Кубок России в Обнинске. Ну, спортсменам очень тяжело, честно говоря, потому что разгоняться заново. Что смогли, сейчас они отработали, что смогли, сделали. Восстановление очень тяжело идет. Надеюсь, все будет хорошо. Вот. После Обнинска уже следующий старт, он в календаре стоит, это чемпионат России в ноябре в Казани. Часть соревнований, естественно, сократилась. Будем смотреть динамику. Больше, сейчас не готовы сказать, кто на что готов, потому что, рвануло, да, хорошо рвануло спортсменов. Все-таки простой для спортсмена это не есть хорошо. Кто из наших ребят выступит на Кубке России, на чемпионате страны? На Кубок России у нас сейчас выезжает 15 спортсменов и 4 тренера. Загадывать ничего не будем. Что смогли, мы готовили. Как говорят, что наготовили, то и поплывем. Спасибо большое, Рафис Рашитович. Пожалуйста. А я напомню, что о развитии плавания и о реализации программы «Все обучь по плаванию» мы сегодня говорили с директором Центра спортивного плавания Башкортостана с Рафисом Габдрахмановым. Спасибо, что были с нами. Любите спорт и будьте здоровы.